Переработчики и сортировщики мусора справятся, даже если установить контейнеры для раздельного сбора отходов в каждом дворе столицы. Такое мнение высказал в интервью нашему телеканалу руководитель одного из крупнейших предприятий республики, занимающихся сбором и сортировкой отходов. Сейчас контейнеров для раздельного сбора в Сыктывкаре около 200, но предприниматели готовы обслуживать гораздо больше и принимать новые типы отходов, в том числе стекло. Евгений Стокас подробнее. Это полимер песчаная плитка. Она прочная, как керамогранит, не скользит, быстро сохнет и не деформируется зимой. Без преувеличения инновационный строительный материал, и спрос на него стабильно растет. При этом в процессе производства никакого вреда экологии. Но главный ее плюс – появляется такая плитка из композита песка и уже отслуживших свое полимеров, то есть обычной пленки. Поставляют сырье столичные комбинаты и в меньшей степени волонтеры. Только в 2020 году здесь переработали уже 100 тонн полимеров. Люди понимают, что это тренд, люди понимают, что это долговечность, люди понимают, что это продукт, который переработан вследствие, изготовлен вследствие переработки. Это мы дали чему-то вторую жизнь. И мусор, который мог лежать под нашими ногами элементарно в любом нашем дворе, сейчас на сегодняшний день в качестве строительного материала уже используется, который будет лежать уже не мусором, а лежать уже продуктом, толковым, хорошим продуктом, который на самом деле долговечен под нашими ногами. И нести нам пользу, а не вред. Никакой переработки не может быть без сортировки, в том числе и на бытовом, а не только промышленном уровне. Эта часть концепции осознанного потребления в наших северных городах закрепляется относительно быстро, но недостаточно. Первый контейнер для раздельного сбора в столице появился в 2014 году. Сейчас таких желто-синих площадок в городе 116, плюс еще 86 в Ижинском районе. Но готовы обслуживать предприниматели гораздо больше. У нас загруженность не в полную мощность, мы готовы дополнительно и людей привлекать, и оборудование дополнительно налаживать для того, чтобы в большем объеме, я думаю, 2, 3, 4, 5 раз, какая будет потребность, такую и будем организовывать. Скоро появится возможность сдавать в сортировочные боксы пакеты тетрапак, а чуть позже начнут принимать от населения и стекло. Отсортированные отходы прессуют и отправляют на заводы для переработки. Это предприятие, тоже сыктывкарское, живет за счет вторичного сырья. Рубленые пэт-бутылки или флейки скупает по всему миру и производит более 50 видов продукции. От основы для линолеума и изоляционных материалов до компонентов автомобильной и кабельной промышленности. Это один из лидеров по производству синтетических волокон в стране. Сырье здесь максимально востребовано. Закупаем полностью со всей страны, то есть мало того, что с России, то есть дальше страны СНГ, это Украина, Казахстан, в общем, мы готовы брать ее где угодно, потому что мы испытываем дефицит. Вот очередное доказательство тому, что у нас в стране можно построить действующее европейское производство на вторичной переработке сырья. Делать из мусора продукт – это уже давно не только модно, но и выгодно. А если из-за наших же хороших бытовых экопривычек получать вторую жизнь будет не какой-нибудь казахский или заморский мусор, а наш родной, местный, то выиграют от этого все – и предприятия, и природа, и сами бывшие в употреблении вещи. Ведь они снова смогут кому-то послужить. Евгений Стокас, Алексей Паршуков, Юрген, Сыктывкар.